Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы при кафедре общего языкознания начал работу кабинет имени Леонида Михайловича Васильева «Славянский мир». С одной стороны, это кабинет-музей. Мы посвятили его великому ученому с мировым именем профессору Леониду Михайловичу Васильеву, который был основателем Уфимской семантической школы и стоял у истоков филологической науки Республики Башкортостан. Среди учеников Леонида Михайловича сотни учителей русского языка и литературы, большое количество кандидатов, докторов наук, работающих в вузах Российской Федерации и за рубежом. Имя Леонида Михайловича по праву занесено в энциклопедию «Ведущие лингвисты мира». И, конечно, мы хотим, чтобы наши студенты, будущие филологи, знали и читали труды Леонида Михайловича об устройстве языка как знаковой системы, природе и типах языковых значений, значимостях и функциях, о границах языкового и неязыкового знания, о сущности когнитивных, семантических, грамматических категорий. Его исследования во многом предопределили развитие современной лингвистики. С другой стороны, кабинет «Славянский мир» – это современная учебная аудитория с новейшим мультимедийным оборудованием, которое позволяет виртуально, интерактивно погрузиться в мир славянской культуры. Здесь проходят занятия по изучению старославянского языка, современных славянских языков, истории русского литературного языка, филологическому анализу текста и многое другое. Это место для проведения телемостов, вебинаров с ведущими университетами зарубежных стран. Например, для наших студентов были организованы вебинары с учеными Нового Болгарского университета и Варминско-Мазурского университета в Ольштине. В планах проведение виртуальных экскурсий для школьников, занятия с одаренными детьми, интересующимися русским языком, его историей и современным состоянием. Как вы видите, кабинет разделен на две зоны. Первая зона предназначена для моделирования разных видов профессиональных коммуникаций, коммуникативных тренингов, организации различных площадок для публичных выступлений, учебных занятий в формате круглого стола, проектных семинаров, просмотра учебных видеоматериалов. При этом новейшее видеооборудование и программное обеспечение позволяют и записывать наши дискуссии, учебные дебаты, и транслировать их, и сохранять на сервере для дальнейшего использования в учебных целях. Дистанционно управляемая поворотная видеокамера позволяет в режиме вебинара перемещать фокус на каждого участника активного диалога. Мы можем подключать к нашей дискуссии до 5000 слушателей. Это бывает необходимо, например, на заседаниях расширенной комиссии по вопросам преподавания русского языка как родного, как неродного, как иностранного, по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации или при обсуждении с учителями республики концепции школьного филологического образования. В нашем кабинете даже стенды интерактивные, на них размещены QR-коды. Если за рубежом QR-коды использовались в основном в туризме, в производстве, в логистике, то мы впервые стали использовать QR-коды в образовательных целях. На специально созданном субдомене нашего официального сайта мы разместили расширенную информацию о жизни и деятельности Леонида Михайловича Васильева, о выдающихся ученых-славистах, об университетах ШОСТ, реализующих программы на русском языке, о зарубежных центрах русского языка. Эту информацию любой желающий может получить, не отходя от стенда. Это все можно узнать через QR-код нажатием одной кнопки на телефоне или планшете. Когда мы поняли преимущества данного интерактивного подхода, мы стали использовать QR-код для прохождения тестирования на индивидуальном гаджете. При помощи телефона или планшета любой может проверить свой уровень владения русским языком, выполнив тестовые задания. Вторая зона нашего кабинета – это кабина-тренажер для индивидуальной работы студента. Профессиональный стандарт педагога в качестве необходимого компонента профессиональной компетентности учителя любого предметного направления, не только русского языка и литературы, определяет знание основ эффективного педагогического общения, законов риторики и требований к публичному выступлению. В кабине-тренажере будущие учителя имеют возможность отработать навыки публичной речи. Студент может записать себя. При этом на монитор выводятся разные типы аудитории, разные виды помех в условиях реальной публичной речи, шумы, посторонние звуки, разговор, прослушать свою речь. На рабочем месте есть весь методический инструментарий для самоанализа. Словом, все, что мы называем техникой речи. Студенты на рабочем месте могут выполнять индивидуальные задания, работая в электронной среде.
Например, работают с национальным корпусом русского языка, с корпусом древнейших славянских и русских текстов, манускрипт или с любыми другими источниками электронной языковой информации. В журнале регистрации работы студентов преподаватели могут увидеть, когда и как занимался студент в данной кабине. На рабочем месте и преподаватели, и студенты могут в автоматическом режиме создать свой медиаконтент, пополняя ресурсы портала «Открытая школа» и нашей системы дистанционного образования. Таким образом, наш кабинет, его современное оснащение помогают формировать профессиональные компетенции наших студентов, отрабатывать основные трудовые действия. Технологии, заложенные в образовательном потенциале этого кабинета, дают возможность поупражняться в профессиональных видах деятельности и дают четкий образец организации электронного обучения и применения этого опыта в своей будущей работе.